12 июня 1999 года. Югославия, Косово. В 2 часа ночи батальон российских десантников, совершив 600-километровый марш-бросок из Боснии, внезапно ворвался на аэродром Слатина, имевший важное стратегическое значение для войск НАТО. Гвардейцы заняли круговую оборону. Строго конфиденциально, срочно. 12 июня 1999 года. Приштина. Командующему вооруженными силами США в Югославии генералу Майклу Джексону. Срочно разработать план по выдворению российских войск из аэропорта Слатина в установленные соглашениями пункты дислокации миротворческих сил Кейфор. Верховный главнокомандующий войсками НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк. На рассвете часовые доложили о движении в сторону аэродрома колонны натовской бронетехники. Командование Альянса рассчитывало, что, увидев танки, русские не выдержат и покинут Слатин. Однако оно просчиталось. Наши воздушно-десантные войска не уступят воздушно-десантным войскам других стран ни по каким параметрам. Увидев, что десантники серьезно готовятся к бою, колонна бронетехники отошла. Ввязываться в конфликт с элитными русскими частями, о которых на Западе ходили легенды, им очень не хотелось. Мы воспитаны на школе Василия Филипповича Маргелова, действовали всегда по-маргеловски и будем действовать и впредь. Конфликт вокруг Слатинского аэропорта был улажен дипломатически, но действия десантников заставили считаться с интересами нашей страны. Василий Маргелов для ВДВ, как Петр I для России, проводивший коренные реформы, необходимые для обеспечения безопасности государства. Еще при жизни его называли легендой. Именно ему принадлежит заслуга в создании и оснащении современной крылатой пехоты, равной которой нет в мире. Сегодня в нашем фильме мы расскажем неизвестные страницы из истории воздушно-десантных войск и легендарном десантнике номер 1 Василии Маргелове. Никто, кроме нас.